Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем дебаты на телеканале АТВ со следующими независимыми кандидатами на пост главы автономии. Гости в студии: Николай Харлампиевич Дудогло, независимый кандидат на пост главы автономии, и Сергей Афанасьевич Чернев, также независимый кандидат на пост главы автономии. Здравствуйте. 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 В начале передачи кандидаты представят свои предвыборные программы, затем ответят на вопросы модератора. Во второй части программы представим вашему вниманию видеоопрос наших жителей о том, каким они хотят видеть будущего Башкана. В конце программы у кандидата будет возможность обратиться к избирателям с тем, чтобы убедить их голосовать за свою кандидатуру. Диалог будет проводиться в свободной форме, а я как модератор постараюсь регулировать баланс времени между ответами кандидатов. Ну что ж, начнем дискуссию. И мой первый вопрос. Ваши тезисы и главные приоритеты ваших предвыборных программ. Пожалуйста, Николай Харламович, вам первое слово. Уважаемые телезрители, добрый вечер. Скажу, что мы идем сегодня на эти выборы, и первый наш слоган – это «Верьте делам». Мы сегодня рассказываем, что мы сделали. Мы в основном встречаемся сейчас с людьми в каждом населенном пункте, делаем очень много встреч для того, чтобы достучаться до каждого человека. Потому что действительно мы обошли Гагаузию несколько раз, и скажу, что ситуация очень тяжелая. Мы получили наказ избирателей, и очень бы хотел, чтобы эти наказы избирателей попали к каждому кандидату Башкану. Тогда наверняка некоторые откажутся даже баллотироваться, потому что проблемы очень серьезные. Последние 8 лет Гагаузия занималась только политикой, и, к сожалению, мы упустили экономику, и это чувствуется, что у нас 70% домокультур сегодня закрыты. Практически встречи делаются в школах, в садиках. Очень большие проблемы и с закрытиями школ. Есть проблемы с водой, с канализацией. Есть проблемы в учебных учреждениях. Действительно, если в Камрате уже много чего сделано, мы встретились с тем, что села отстают. Идя сегодня на башканские выборы, мы идем, и у нас есть 7 основных приоритетов. Хочу остановиться на некоторых. Потому что, в первую очередь, считаю, что, идя на эти выборы, мы должны понимать, что у нас выборы идут не президентские, а башканские. Что некоторые кандидаты, в принципе, представляя свою программу, не говорят о некоторых вещах, которые, в принципе, не являются компетенцией Гагаузии. У нас реальная программа, реальные вещи, которые мы уже делали в Камрате, или же реально, если мы что-то предлагаем, мы можем их сделать, и конкретно мы показываем, как это мы сделаем. Значит, в первую очередь, для того, чтобы Башкан мог бы работать, значит, нужно иметь хорошую поддержку центра. Почему? Потому что у нас бюджет формируется в центре. Очень многие вещи приходится ехать в Кишинев, получать лицензии для того, чтобы помогать дальнейшим жителям Гагаузии. Естественно, что должен быть прямой контакт правительства и исполкома Гагаузии. У нас должны быть хорошие отношения с международными донорами, потому что сейчас большая часть проектов, которые внедряются и в Гагаузии, и в стране, это не бюджетные средства. А для того, чтобы мы могли их привлекать, нужно знать, быть информирован, участвовать в грантах, нужно, как говорится, знать, где они проходят. Третье, нужна поддержка дипломатических миссий. Это посольство, которое аккредитовано Кишинев. Потому что благодаря этому мы тоже получаем серьезные средства. Камрат получил в прошлом году 3 проекта, 2 немецких, 1 польский. В этом году планируется 4. И это тоже очень важный фактор для того, чтобы, если у нас создаются какие-то проблемы, если у нас есть вопросы, мы можем обращаться по посольству, послам, для того, чтобы они были гарантами в наших отношениях и с Кишиневом, и с другими странами. И это дает возможность нам предлагать и изменения нашего законодательства, и многие вещи. Поэтому поддержка дипломатической миссии обязательно нужна. Нам нужно также, я скажу, вернуть наши теплые, хорошие отношения с нашими друзьями из Приднестровья. Потому что последние 2-3 года, я вам скажу, что с каждым годом увеличивается и увеличивается наши выпускники, а теперь в последнее время даже не выпускники, а после 9 класса дети уезжают в Приднестровье для того, чтобы закончить лицей. Что у нас есть образование сейчас проблемы, которых я чуть позже коснусь. Поэтому нужно иметь отношения для того, чтобы решать вопросы со стипендиями, с проживанием. Ну а там, где есть много молодежи гагаузов, возникают вопросы, нужно ехать решать. Нам нужны хорошие отношения с Российской Федерацией для того, чтобы иметь рынки Российской Федерации. Мы должны, значит, иметь отношения с Россией для того, чтобы решать вопросы трудовых мигрантов, от которых зависит очень многое, потому что сегодня благодаря трудовым мигрантам, значит, мы получаем средства, держится экономика не
только Гагаузии, но и экономика всей страны. Нам нужны российские рынки. Потому что скажу, что мы имеем на это право. Мы в прошлом году проводили референдум, и мы не постеснялись открыто сказать Гагаузии, что да, мы поддерживаем Россию, мы поддерживаем таможенный союз. И поэтому я уверен, и тем более, что в нашей команде есть очень тесные и хорошие отношения с советником президента Асланбеком Астлахановым, доверенным лицом Владимиром Кирилловичем Хамереки, Николаем Сердцевым. Мы за мою бытность, будучи примаром, мы подписали 3 договора побратимства с Грозным, с Бавлами, Татарстан, с Москвой, Сокольников. Должны быть очень хорошие отношения с Турецкой Республикой. Ведь мы видим, что в последние годы Турецкая Республика набирает обороты. И это небольшой секрет, что сейчас, когда европейские страны и Соединенные Штаты эмбарго есть в России, то в основном турецкие товары сейчас без конкуренции попадают на рынки Российской Федерации, это продукты питания, и Турция набирает оборот. Будучи заместителем президента Союза муниципалитетов Тюркского мира уже 10 лет, встречаясь с президентом страны, премьер-министром, мы получили поддержку, что Турция именно в это время, где идет развитие, идет, в принципе, накопление хороших финансов, готова помочь маленькой Гагаузии для того, чтобы выделить серьезные инвестиции. Это на дороги, это инфраструктура, это создание совместных предприятий. Имея рынки Российской Федерации, имея финансирование с Турцией, имея поддержку центральных властей, которые в дальнейшем могут дать нам лицензии, документы, а не кое-что реновать, тогда мы можем строить конкретную программу. И вот я остановлюсь на 2 приоритетах. Мы вернемся, каким образом вы это будете делать, мы поговорим обязательно. Сейчас я хочу представить слово Сергею Афанасьевичу, ваши приоритеты, ваши предвыборные программы. Здравствуйте. Я пошел на эти выборы, знаете, потому что при Башкане такого беспредела, какой сейчас у нас творится в Гагаузии, последние 8 лет не было никогда. Этот человек настроил общество друг против друга. Никогда Гагаузия не была такой разрозненной, такой раздраенной, как при этом человеке. Я иду во власть, чтобы заработал закон, в конце концов, на территории нашей автономии. Потому что если когда человек украл мешок кукурузы, ему дают 5 лет. А этот украл, пропали 1000 тонн пшеницы, 2000 тонн пропали дизельного топлива, и этим никто не занимается. И Башкан разъезжает на государственной машине, с государственной охраной, на государственном бензине, и это надо пресекать. И как говорил, не помню в каком фильме, вор должен сидеть в тюрьме, чтобы следующему Башкану неповадно было, чтобы он знал, что закон все-таки существует на нашей территории. Предвыборную программу вашу чуть-чуть раскройте, потом мы поговорим о ситуации. Программа это. Вот у меня эта программа, я иду именно с этими иду во власть. Сегодня, когда мы говорим, что денег не хватает, денег центр не выделяет, деньги выделяются. И выделяются в полной мере, даже я могу сказать, что выделяют даже больше, чем выделяют некоторым молдавским районам. Но эти деньги сегодня воруются у нас исполкомом Гагаузии. И сегодня это надо пресекать. А вот ваше мнение о том, как Башкан должен строить отношения с центром? Знаете, я работал 7 лет председателем района. Мне пришлось работать и с Гречаной, и с Додоном. Пришлось работать и с господином Филатом, с господином Лянкой. Вот так знаете как, тут в этой ситуации надо отбросить все свои амбиции в сторону, как личности, и работать с центром. Потому что сегодня без центра мы ничего не сделаем. Гагаузия не самодостаточный регион, и мы не можем махать шашкой направо-налево, отделяться или куда-то уходить из состава Молдовы. Сегодня Молдова должна быть целой, суверенной и независимой. Спасибо, Николай Иванович, вы 7 приоритетов нам рассказали. Вот сейчас раскройте, каким образом вы планируете осуществить, реализовать свою программу, если... Вот, спасибо. Победы? Значит, основной у нас приоритет, я скажу, это основа основ. Без этого ничего не получится. Ни у одного Башкана не получится. Не получалось и не получится. Это, народное единство Гагаузии. Это объединение нашего маленького народа, без разницы, жители Гагаузии, гагаузы, болгары, цыгане, евреи, любых национальностей. Я скажу, что слава Богу, что в Гагаузии никогда не было национализма. Но для того, чтобы объединить нашу Гагаузию, мы сегодня, кажется, выдвинули декларацию. Народную декларацию за народное единство. И уже 48 тысяч человек у нас эту декларацию поддержали. У нас на выборы выходит 62 тысячи, а уже столько много поддержали. Почему? Что в этой декларации? В первую очередь мы призвали наших жителей объединения Гагаузии без политической окраски.
У нас сегодня идут выборы Башкана Гагаузии, а некоторые хотят дезинформировать нас, перевести в другое русло, значит, как у нас идут парламентские. Значит, парламентские выборы – это одно, мы выбираем партию, которая, в принципе, в дальнейшем может влиять на вектор развития, может влиять в дальнейшем на какие-то отношения с Западом, Востоком, а мы сегодня выбираем Башкана Гагаузии. Кто такой Башкан Гагаузии? Башкан Гагаузии – это должен быть хозяйственник, человек-практик, который ходит сегодня по тем же улицам, где ходят наши жители, знает все проблемы, которые есть у нас во всех сферах. Поэтому мы и предложили, значит, в дальнейшем для того, чтобы объединить Гагаузию, что был профессиональный исполком. Я вам скажу, что Гагаузия была действительно самым объединенной, это времена еще Гагаузской республики, когда действительно позвенели колокола, и наш народ, значит, выходил на площадь для того, чтобы защитить. И помните, когда даже волонтеры шли, все люди, оружия не было, выходили с вилами защитить своих детей и, говорится, свою землю. Но с тех времен очень много чего поменялось, и вот когда мы получили автономию, первые же выборы, наши руководители и Кинигелян и Топал пошли на выборы, ну, когда двое хотят, выигрывает третий. Выиграл тогда Георгий Дмитриевич Тамойщик, и, в принципе, с тех времен у нас Гагаузия начала раскалываться. Чедарлунский в одну сторону, Камрадские в другую сторону, Вулканические в другую. Не получилось Тамойщику объединить Гагаузию, потому что появился Формузал, который не шел на диалог. Он объединил? Не, значит, я скажу, что у Формузала тоже это не получилось. Почему? Потому что он не хотел признавать, что на прошлых выборах 49,2% взяли, как говорится, наша команда взяла. Но ни одного человека не пригласил в исполком. Забрав всю власть себе, ничего не получилось. Поэтому мы сегодня предлагаем профессиональный исполком. Я выступал уже из телевидения, и сегодня еще раз призову всех наших оппонентов. Мы предлагаем, значит, после 22 числа, после первого круга, сесть за один стол, за круглый стол, для того, чтобы в дальнейшем обсудить, кто хочет работать в Гагаузии, кто действительно является профессионалом. Для того, чтобы не наступать на пятки друг друга, для того, чтобы объединить Гагаузию, нужно сегодня поделиться властью. И наша команда готова к этому ради будущей автономии, для того, чтобы перейти на следующие вопросы, которые очень важны, нужно пройти через первые. Объединим Гагаузию, значит, без внешних каких-то отношений. Эти вещи должны решать самые гагаузы внутри. И в дальнейшем приоритеты, которые очень важны. Следующий приоритет – это очень большой экономический блок вопросов. Наша команда предлагает действительно открытие более 5000 рабочих мест и удвоение нашего бюджета. У нас бюджет примерно около 500 миллионов, а мы хотим дойти до 1 миллиарда. И скажу вам, что эта задача, которую мы ставим, она реальна. Потому что наша команда расписывает каждое рабочее место, где мы возьмем. Каждый лей, откуда мы заработаем. Как это можно сделать? Да. Но вот я вам скажу, что когда я стал первый раз примаром Камрата, скажу, что тогда, в принципе, бюджет Камрата был 7 миллионов лей. Почему? Потому что тогда, я очень уважаю Константина Петровича Ставшамжи, но он тогда ругался и с центром, и с региональными властями, и, естественно, что ничего не получалось, бюджет был маленький, 7 миллионов. Ну, а сейчас у нас, скажу, благодаря тем отношениям, которые у нас есть со всеми партнерами, которых я назвал, у нас более 50 миллионов уже бюджет. То есть мы увеличили его не на 100%, а несколько сот процентов. То есть это можно делать? Конечно. Мы, значит, добились того, что в Гагаузии будет открытый индустриально-промышленный парк. Это самый большой проект Республики Молдова в этом году. 1 миллиард 800 миллионов лей инвестиций. И сейчас при принятии бюджета выделяются первые деньги, это грант, для того, чтобы в дальнейшем подвести инфраструктуру. Газ, воду, дороги, электричество, для того, чтобы в дальнейшем там могло открыться 50 предприятий. И скажу, эти предприятия, но не новые для нас. Это теплицы, которые раньше у нас были, это холодильники, что мы не продавали, значит, наши фрукты с полей, это перерабатывающие комбинаты. Естественно, что это дает дополнительные рабочие места, увеличивается бюджет. И очень много в нашей программе есть предложений, которые дадут дополнительные инвестиции. Коснусь только одного, потому что понимаю, что времени мало. Значит, открытие Народного банка Гагаузии. Значит, я вам скажу, что банки сегодня дают прибыли от 30 до 40%. У нас на территории Гагаузии открыто, по-моему, 14 филиалов банков. Но я ничего против них не имею. Там работают достойные люди, но налоги филиалы платят все в Кишинев. 15 страховых компаний. Работаем здесь,
филиалы, деньги платим Кишинев. Все супермаркеты – филиалы. Все государственные учреждения, значит, это тоже филиалы. Откуда у нас будет бюджет, если у нас на территории Гагаузии только филиалы? Поэтому мы уже добились и договорились с Министерством экономики о открытии индустриального промышленного парка. Все предприятия у нас будут юридическим адресом Гагаузии. Открытие Народного банка Гагаузии, значит, тоже с юридическим адресом Гагаузии, который мы планируем, что бюджет может принести от 100 до 150 миллионов лей. Спасибо. Сергей Афанасьевич, ваше видение о том, как объединить Гагаузию? Вот 3 района, казалось бы, вы в Вулканештах, вы мэр Камрата. Вот как объединить Гагаузию? Все будет зависеть от головы. Сегодня Николай Харламович... В силах Башкан? Башкан в состоянии Башкан это в силах, и все будет зависеть от Башкана. Сегодня Николай Харламович очень взял правильную идею, правильное направление объединения Гагаузии. Потому что, как бы она ни была, вот этот раздрай, который у нас творится, ну, он ни для кого хорошего не принесет. Пока мы здесь будем драться между собой, другие районы будут развиваться. И этого не надо. И как бы я в этой ситуации поддерживаю Николая Харламовича, что Гагаузию надо объединить. И все это может сделать только Башкан. Почему эта вражда произошла? Вот 20 лет вроде бы автономия, а вот такая вот рознь Чедалунга, Вулканешта и Камрат. Знаете, как вражда последние 8 лет произошла от господина Формузала. Он идет по вот этой, знаете, как по воровской какой-то вот этой схеме «разделяй и властвуй». Все начинается и заканчивается буквально им. Вся вот эта вражда в Гагаузии, которая существует. Потому что в мутной воде легче рыбу ловить. Он пока травит друг на друга, людей потихонечку сам ворует. Как вы видите вот экономику, как можно восстановить нашу? Экономику. Первым делом надо пересмотреть налоговое законодательство. Потому что налоговая система должна помогать бизнесу в развитии, а не быть карательным органом. У нас был когда-то фиксированный налог. Вот кто будет башканом, может мне повезет, может Николай Харламовичу. Вот так, знаете как, обязательно надо пересмотреть и вернуться к этому фиксированному налогу. Потому что я посмотрел в Турции, в многих странах идут по фиксированному налогу. Человек в начале года, зная, сколько надо заплатить налогов, и больше он не бегает от налоговиков, прятаться, я говорю, скрывать какие-то доходы, и практически те просто-напросто на этих бизнесменах зарабатывают. Вот надо от этой практики уходить. Вот ваше видение о том, как вот от миграции нам избавиться, наши люди уезжают на заработки практически. Миграции надо хорошо оплачиваемые рабочие места. Вот опять Николай Харламович, тоже очень хорошая платформа, промышленный индустриальный парк. Это будет вложение, это будут рабочие места, и рабочие места здесь, в Камрате, да и может и вся и Гагаузия сюда потихонечку будет приезжать, работать, не будет ехать куда-то. Плюс конечно, как ситуация? У нас есть экономическая зона. Да, у нас есть свободная экономическая зона, которая, вот так я вам сказать, тоже уничтожил Башкан своими требованием каких-то откатов. Вот приезжают бизнесмены. Ко мне приезжали бизнесмены из Турции, хотели здесь открыть производство на 7,5 миллионов евро. Вот так, на что я их привел к Башкану. Башкан говорит мне: выйди на улицу, и через 5 минут вышел человек, злой, улетел, и больше он к нам не прилетал. По истечении времени спросил, что случилось. Башкан у него потребовал 50% этого предприятия. Человек сказал: оно стоит 7,5 миллионов евро, я ставлю 4, ты ставишь 3. И мы делаем это 50 на 50, 500 тысяч это твоя беготня, то, что ты мне будешь помогать, документы. Нет, говорит, деньги поставишь все ты, и у нас будет предприятие напополам. На что человек собрался и уехал. Систему откатов, систему этих Башкан Формузал привез из Чадырлунги. И первый раз, когда он шел на Башкана, у него было 7 уголовных дел по хищению государственного имущества. Тоже он эту практику внедрил и по всей Гагаузии. А как развивается Вулканешта, Камрат? Все, кто приходит к нам в студию, из всех городов, которые развивается город Камрат. И это не то, что как бы мы сейчас сидим вместе, это благодаря Николаю Харламовичу, потому что Камрат признан по всей Молдове одним из самых развивающихся городов. Что бы ни говорили, как бы ни говорили, это полностью его заслуга. И даже, знаете, как вот так, смотря на всех конкурентов, на голову выше, вот так я смотрю, сделал много, и видно его дела. Это не то, что я здесь, чтобы не льстил, чтобы никто не подумал.
Ну, давайте немножко поговорим о сельском хозяйстве. У нас все-таки сельскохозяйственный регион. Вот в ваших программах что для этого предусмотрено? Ну, в первую очередь мы хотим поддержать сельское хозяйство, сделать единый налог. Я поддерживаю Сергея Афанасьевича, что нам нужно действительно уходить от тех частых налоговых проверок, потому что этим самым мы дразним людей, люди уезжают от нас, и дополнительно даем возможность, чтобы кто-то контролировал их бизнес. И иногда получается то, что Сергей Афанасьевич сейчас говорит, о тех нарушениях, но значит, мы предлагаем в первую очередь это единый налог на сельское хозяйство. Мы сегодня работаем над тем, для того, чтобы получить квоту на Гагаузию, потому что этот проект действующий сегодня в Республике Молдова по посадке многолетних насаждений. Это сады, виноградники, это в дальнейшем привоз крупнорогатого скота, овец, коз, потому что по проекте значит, от 30 до 80% значит, это в принципе деньги, которые субсидии государство возвращает назад, если человек занимается конкретно этим бизнесом. Мы хотим добиться, чтобы Гагаузия имела с этого большого проекта конкретно квоту. Вот, например, в этом году 300 гектаров садов, 300 гектаров виноградников, там 1000 или 2000 привоз крупнорогатого скота, столько-то коз, столько-то овец, чтобы эти субсидии планировались в бюджете нашей автономии, и каждый человек, который захочет этим заниматься, он не боялся. Потому что дополнительно у нас, мы работали 2 года вместе с примаром Чедерлунги, и открыли в Чедерлунге бизнес-инкубатор. И мы планируем значит, в этом направлении набирать людей, которые хотят заниматься сельским хозяйством. Значит, сейчас, которые люди хотят заниматься, значит, открывать себе предприятия, заниматься земледелием. Значит, бизнес-инкубатор – это конкретно организация, которая в дальнейшем обучает человека, как правильно заниматься бизнесом, как себе самому открыть рабочее место. Поэтому, создавая специальные группы, это и молодежь, и не обязательно, там могут быть и взрослые, получая курсы, как правильно взять кредит, а имея свой банк, естественно, что это облегчается. Человек взял кредит, Гагаузия имеет квоту по посадкам значит, многолетних насаждений или же развитие животноводством. Он определял свое направление, взял кредит, посадил виноградки, сад или начал заниматься животноводством, значит, через несколько месяцев получил субсидии от государства, которые планируются в бюджете уже Камрата, Гагаузии. Получив назад, он рассчитывается, как говорится, своим кредитом в банке и в дальнейшем получает себе рабочее место себе и своей семье и передает дальше наследство. Потому что, уважаемые друзья, я скажу, что это очень важно. Конечно, открытие индустриально-промышленного парка, открытие мощных предприятий. Но мы же знаем, что Гагаузия – это аграрная зона. И у нас сегодня, в принципе, земля нас кормит. И скажу, что былые времена, мы помним, что мы овощи экспортировали. Сегодня мы получаем польские или турецкие овощи. Фрукты. У нас есть очень много фруктов, но видите, что мы их не можем сохранить, и мы продаем с полей. Поэтому, естественно, что вот этот сектор, это направление сельского хозяйства мы должны развить очень мощно. Тем более, что я сказал, что у нас есть поддержка и турецкого капитала, у нас есть, как говорится, и наши братья, и Россия, где мы можем реализовать нашу продукцию. Действительно, сегодня, включаясь, что Башкан Гагаузии сегодня, значит, я скажу, что он человек, который не должен сидеть в кабинете, не должен, в принципе, ходить, и если какие-то проекты внедряются, рядышком с примаром фотографироваться. Значит, примар должен находить деньги, инвестиции, давать эти средства в населенные пункты, чтобы примары работали, а он за это радовался и их награждал. Башкан, извиняюсь. Башкан. И дополнительно, как привлекая инвестиции, приглашают в Гагаузию очень много серьезных инвесторов. Я скажу, что в Гагаузии были экономические форумы. И 4 года назад, и 8 лет назад, и вроде бы, казалось бы, приезжали серьезные инвесторы. Почему они у нас не остановились? Ну, наверняка один из факторов, который сказал Сергей Афанасьевич, я не знаю. Но другое, когда мы приглашаем значит, серьезных инвесторов, мы в первую очередь должны показать, где он может строить свою фабрику, завод. А у нас было так, что приехали, посмотрели, выбирайте партнеров. Партнеры имеют там какие-то старые фермы за 100 тысяч лей, а инвестор пришел, должен вложить туда несколько миллионов. Они отворачиваются, уходят. Вот даже по открытию индустриально-промышленного парка мы пошли на то, что в первую очередь выделили 50 гектаров земли, землю сельхозназначения поменяли на несельхоз, и сегодня, когда инвестор приходит, и, как говорится, мы его встречаем и говорим, участвуй сегодня в аукционе,
возьми в аренду землю, потому что сначала в аренду землю, через 3 года, когда он построит, тогда он может выкупить эту землю. И человек, имея возможность, что действительно он может арендовать землю и построить свое предприятие без вмешательства других компаний и руководства региона, естественно, что я сегодня вижу, что поток пошел. И поток пошел и индустриально-промышленный парк, поток идет, и, я скажу, поток пойдет и в свободную экономическую зону, где я скажу, что хорошее руководство есть, но у нас оно не заполнено. Поэтому я считаю, что именно сельское хозяйство должно дать возможность в дальнейшем, действительно более расширяя, а самое главное, не давая возможность, чтобы мы продавали сырье. Потому что сейчас несколько компаний закупают весь наш урожай, в дальнейшем журжулешт на барже и продаем в арабские страны. Это небольшой секрет. А в нашей программе именно мы хотим, чтобы весь урожай, который есть в Гагаузии, чтобы его перерабатывать. Перерабатывая урожай, сельскохозяйственную, значит, продукцию, я вам скажу, дополнительно появляется очень много цепочка дополнительно и рабочих мест. Одни, значит, его, значит, перерабатывают, вторые фасуют, третьи реализовывают, целая часть идет. По другой цене. Конечно. Спасибо. Сергей Афанасьевич, ваше видение по сельскому хозяйству, как нам по сельскому хозяйству Николай Харламович как бы очень полностью его раскрыл. Кредитование, для этого нужен свой банк, который будет помогать нашим аграриям. Аграриям надо менять технику, менять оборудование, потому что мы глубоко отстали. Еще пользуются теми агрегатами, то, что осталось после развала колхоза. Вот так. И опять же налоговая политика, чтобы им помогала, потому что во все времена сельское хозяйство субсидировалось. Вот так. Сегодня субсидируется. И сегодня субсидируется. Плюс к этому должны пустить производителей самим выходить на рынок. Опять вот Николай Харламович задел, потому что получается, что... Это компетенция Башкана решать вот эти вопросы? В компетенции Башкана очень много полномочий. Просто Башкан нашими не пользовался. Башкан занимался чисто своими делами, ну, чем угодно, только не делами Гагаузии. И сегодня вот комиссия НАК, Национальная антикоррупционная комиссия, сегодня не зря взялась за него. У него выявилось 9 счетов в различных банках. Я думаю, счета немалые. В 2 предприятиях, где он имеет основную долю, больше 60%, и еще 2 предприятия нашла, которые оформлены на его жену. Какие-то земли оформлены на него. Даже, я не совру, вот так вот, земля, которая выделялась под олимпийский комплекс 10 гектаров в Чадурлунге, тоже оказалась каким-то непонятным образом оформлена на его жену, и учредительный адрес этой фирмы является его квартира в городе Чадурлунге. Спасибо. Вот скажите, для молодежи что у вас в предвыборных программах предусмотрено? Открытие индустриально-промышленного парка – это одно из самых, это основа основ, что даст возможность очень много молодежи приехать назад. Потому что открывается, я скажу, что не только молдавские предприятия гагаузские, открывается много иностранных компаний. Это уже вот подали документы. 2 российские компании, 2 турецкие компании, значит, голландская компания, венгерская компания. Естественно, что эти новые предприятия, которые сильно компьютеризированы, именно технология, которая есть, она сегодня под силу именно молодежи. Поэтому я думаю, что многие ребята, которые уехали за границу, они приедут для того, чтобы работать. И те ребята, которые сегодня учатся у нас в университетах. Ведь у нас очень много выпускников, 1000 выпускников. А куда идти работать? Дворниками. Диплом на руках, а работы нет. Поэтому я думаю, что этот парк даст очень большую возможность работать. Но дополнительно я скажу, что мы очень, скажем, в любом деле самое главное информация и обучение, как правильно это делать. 21 век. Поэтому, значит, в Камрате вот мы открыли совместно с норвежским правительством сейчас проект, который открывается во 2 школе. С 1 апреля идет набор. Именно обучение сегодня молодежи, как правильно заниматься своим бизнесом. И по практике еще 2 офиса есть в республике, которые, значит, более 90% ребят, значит, обучившись, открыли свои предприятия, дополнительно участвуют в международных разных, значит, грантах, конкурсах, где, значит, их обучают, как правильно подготовить документы для того, чтобы вначале получить $5000 от этих грантов, чтобы открыть свое предприятие. Дополнительно, значит, будучи депутатом парламента уже, я скажу, что мы очень внимательно начали прослеживать те проекты, которые шли в стране, Гагаузия участвовала или нет. Были очень сильно удивлены. Вот, например, скажу проект 1+1. Это для молодежи до 35 лет.
Заработав 10 тысяч евро за границей, значит, молодой человек пересекает границу, декларирует, значит, заехал в страну, в дальнейшем эти деньги вкладывает в свой собственный бизнес, проводит это через банк, как бы официально, в дальнейшем подает документы Министерства экономики и получает еще 10 тысяч евро, как говорится, просто так. Естественно, что заработать 10 тысяч евро, я знаю, как это тяжело. Я сам был несколько лет на лесоповале, я знаю, что ребята оставляют там, как говорится, 20-30% своего здоровья. А такую же сумму можно получить просто так. Значит, я скажу по-прошлому, это государственные проекты. К сожалению, у нас не идет информации. Гагаузия занимается политикой и, значит, отстала от тех моментов, которые процессы проходят по всей стране. И скажу, этим пользуются другие районы. Вот мы по вот этому проекту проследили. Значит, в прошлом году ни один человек с Гагаузии не то, что получил такой проект, ни один даже не подал документ. А в другом районе 400 получили уже деньги. Почему? Потому что у нас, еще говорю, нету ни информации, никто их не обучает, никто не помогает. Эти вещи, которые мы хотим сделать, значит, управление экономики, специальный отдел, который должен поддержать молодежь для того, чтобы их обучать, для того, чтобы они могли правильно участвовать во всех проектах грантов, для того, чтобы они научились, как открывать свои рабочие места, в том числе и в сельском хозяйстве, то, что мы только что говорили. А вот ваше видение о том, как у нас идет предвыборная кампания, осталось совсем немного времени, скоро воскресенье, 22 марта, выборы уже. И многие молдавские политики, они обвиняют Российскую Федерацию в том, что они вмешиваются в избирательную кампанию Гагаузию. Вот ваше видение, вы как кандидаты, чувствуете вот это вмешательство извне? Знаете, можно я отвечу на этот вопрос? Я не считаю, что здесь Российская Федерация. Здесь группа лиц из Российской Федерации вмешивается в наши внутренние дела. И вмешивается не просто так, вот так и самым, я вам скажу, наглым образом. Получается так, что вот вчера, или когда господин Данон выступал не на телевидении, в Чадрлунге, собирали там как бы сход граждан или что, или собрание, как они делали, и в поддержку Ирины Влах. Он там такие слова сказал, что, знаете, как мне даже стало стыдно за наш гагаузский народ. Я вам принес сюда 5 депутатов, что я еще вам должен сказать? Вы должны голосовать за Иру. И сегодня мы гагаузы, знаете, как-то мы уважаем себя. Завтра так, чтобы не получилось, что он скажет, ты с этой в семье должен жить так и будет наводить свои порядки. То, что приезжают депутаты, вы заметьте одно, что приезжают депутаты только от «Справедливой России», которая находится в оппозиции там, в их Государственной Думе. И обычно, кто находится в оппозиции, это самые бедные депутаты, которые есть. И ребята таким образом решили подработать. Тут поддержки России у них я не вижу. Да, есть поддержка господина Якубова, друга господина Фурмузала, которые 8 лет вот эту Гагаузию просто-напросто обдирали. Считая даже с гуманитарным топливом, с гуманитарной пшеницей, это была хорошо продуманная комбинация по откату денег господину Якубову и господину Фурмузалу. И сейчас господин Фурмузал боится расплаты и потому толкает сегодня туда Ирину Влах. Я даже смотрю на предвыборную кампанию вот этой девочки. У меня иногда вот я смотрю, посмотрел, сколько она артистов привозит, сколько вот этих. Потому что если взять прошлые выборы, которые были башканские, практически их выиграл Николай Харлампич. Башкан тогда выиграл только одним, что поехал в последний момент и сделали фотографию с Нарышкиным, что получает какую-то грамоту. Тогда Башкан за эту фотографию дал 50 тысяч евро. Сегодня госпожа Матвиенко и рангом повыше, я думаю, и подороже. Вот так. Предвыборная кампания минимум, я смотрю, то, что она потратилась в Гагаузии, это уже выходит где-то около 1 000 000 евро. 1 000 000 евро это в соотношении сейчас к лею, это где-то выходит около 20 миллионов лей, даже чуток больше. Это годовой бюджет города Вулканешт. Вот это на год бюджет города. Она потратила его за один раз, вместо того, чтобы где-то помочь малоимущим или построить какой-то садик. Вот так. Она их просто вбухала в небо. Чем она их будет отдавать, мне очень интересно, потому что с нее эти денег спрашивают. Она, значит, будет где-то снимать с бюджета, снимать с образования, будет с питания детей. Вот так. Или, может быть, тут получается, потому что, знаете, как получается первый ход и получается второй ход. И если в нее бухают столько денег, значит, она что-то должна ответить. Чтобы не получилось,
когда идет на Украине война, чтобы не получилось, что нас втянет Ирина Федоровна в какую-то авантюру, и чтобы мы там имеем Дебальцевский котел, чтобы у нас не получился Кангасский котел вот здесь. Потому нам надо сегодня, если даже кто и идет на выборы, надо смотреть людей по делам, а не по тем, которые они едут. Потому что Ирина Федоровна, когда говорит от лица гагаузского народа, я просто ей последний раз спросил, когда мы на одной встрече, я говорю: Ирина Федоровна, когда ты последний раз брала в руки веник и подметала свой двор? Или когда ты последний раз брала сапу в руки? Очень интересно, очень легко говорит с подножки машины, которая стоит где-то около 50 тысяч евро, и ходить в тапочках, я посмотрел на ее туфли, они стоят где-то 1500 евро. Вот так 1500 евро. Очень легко говорить от имени гагаузского народа и его чаяния. Сегодня зарплату, которую она получает, она получает зарплату где-то в 2 раза больше, чем зарплата башкана. Но ей не лень ехать каждый раз сюда, агитировать, чтобы ее выбрали. Значит, она сюда идет просто-напросто заработать. А вы вот как кандидат в Башкан, как себя чувствуете? Ведь вы же тоже за Россию, у нас весь регион пророссийский. У нас, в этой ситуации, я вам скажу, знаете как, если по корням, по крови мы турки, вот я говорю, духом мы россияне, и сегодня только, знаете как, спекулировать на этом не надо. Поднимите любое село, спросите любого человека. Он сегодня за Россию. Да, но мы сегодня не выбираем президента России, не президента Европы мы выбираем, а мы выбираем Башкана, с которым нам следующие 4 года жить. Не приедет нам Валуев и не будет копать наш огород, то, что говорит Ирина Федоровна. И сегодня люди тоже это должны понять. Потому что сегодня Ирина Федоровна, я вам говорю, это партия войны, конфронтации с центром и вторая горячая точка в центре Европы. Я хочу остановиться только на 2 деталях тоже. Значит, вроде бы как бы у нас все независимые кандидаты, и все зарегистрированы как независимые, но неожиданно, как говорится, наш оппонент Ирина Влах имеет сегодня поддержку от партии социалистов, и мы видим, какие газеты получают сегодня наши избиратели. И в этих газетах что только нету. Карикатуры на всех наших лидеров. Запрягают на коленях, нас там высмеивать по полной программе. Почему кто-то должен приехать с Кишинева, какой-то Дадон, и высмеивать всех политиков Гагаузии? Ну, а, как говорится, кандидат, который, как говорится, Дадон поддерживает, на это смотрит и ничего не делает. Если сегодня позволяется, что можно унижать гагаузских всех политиков, потому что наверняка, как Сергей Афанасьевич говорит, что есть финансирование, то что будет завтра? Что будет завтра? Тогда эти люди завтра приедут в Гагаузию, и они станут полными хозяевами здесь. Ведь я скажу, что мне было очень неудобно, стыдно, разговаривая с российскими политиками, которые мне сказали: Николай Рампич, а какие выборы у вас идут? Так Дадон уже давно определился, он сказал, что Гагаузия у него в кармане, и он назначает наместника своего Башкана, и фактически эту должность он продал уже. Что вы там и бьетесь, а уже, в принципе, он уже привез человека, который является кандидатом от Дадона, потому что он приватизировал сегодня тему пророссийскую, что сегодня у нас пророссийская тема, Дадон так считает, что это только он, больше никто не может лететь в Москву без него. Хотя скажу вам честно, что у нас всегда как было. Значит, в Москве всегда больше любили гагаузов, чем политиков с Кишинева. А сегодня, значит, Дадон хочет стать посредниками между Москвой и Камратом и указывать нам, кому можно лететь, кому нет. И он везет наших, как говорится, политиков сегодня за ручку вместо чемодана, чтобы сфотографировать и в дальнейшем показать Гагаузии. Разве это можно? Поэтому я хочу, чтобы наши жители сегодня действительно видели, что творится у нас. У нас идут башканские выборы, и, конечно, я поддерживал и поддерживаю, и считаю, что это очень правильно, конкуренция программ. Но для того, чтобы была конкуренция программ, нужно встречаться с людьми. Ну а когда к нам в гости приходят, значит, те люди, которые любят за деньги, ведь мы же отлично понимаем, артисты, спортсмены, это люди, которые тоже имеют свою личную жизнь, они тоже должны зарабатывать. Ведь я скажу, что я спортом занимался всю жизнь. И вот мне недавно звонят спортсмены из Москвы. Михаил Мемиашвили, значит, президент Федерации борьбы России. Значит, действительно, мы друзья. Он мне говорит: Николай Рампич, а что творится в Гагаузии? Если наши ребята спрашивают, там, борцы, может быть, отправить там олимпийских чемпионов, всех, что вашу поддержку. Я говорю: зачем? Не надо. Так у нас здесь в Москве уже идет слух, что если хочешь заработать деньги, на 3 дня полети в Молдову, Гагаузию, $50 тысяч получишь, 3 встречи сделаешь и просто скажешь, что я поддерживаю Ирину Влах, и дальше самолет и обратно. И вот сегодня, значит, очень многие спортсмены-артисты хотят приехать и заработать деньги. Но эта дружба, как называется? Значит, дружба за деньги.
Но разве эти люди знали вчера или позавчера, значит, Ирину Федоровну, что ли? Ну, разве, значит, тут же боксер знал, или Родина знали Ирину Федоровну? Сегодня познакомились, пришли, выступили, и завтра уехали и забыли. Ну, а сегодня это ставится как программа. Вот меня поддерживают, поэтому выберите меня, потому что я привезла Валуева вам. Конечно, ничего... Решать. Конечно, мы ничего против не имеем, ни Валуева, ни Родины, потому что мы все пророссийские люди, мы говорим на русском языке, у нас один менталитет, поэтому и на референдуме вся Гагаузия и поддержала. Но мы хотим, чтобы четко, чтобы все понимали, выборы идут башка на Гагаузии. Выборы закончатся, все разъедутся, останутся все наши проблемы. Ведь парламентские выборы закончились, вот уже прошло сколько, 3-4 месяца. Очень много было разговоров. Значит, Дадон, очень много тогда обещаний было, столько всего. И что? Вот прошло столько месяцев. Разве кто-то пришел, сапу у наших рук забрал? Разве кто-то пришел, холодильник нашим людям заполнил? Кто-то пришел, наших детей, наших родителей сегодня обувает, кормит? Нет, конечно. Как мы занимались этими вопросами, так и занимаемся. А Дадон, получив голоса Гагаузии, значит, еще раз предал Гагаузии. Потому что первое предательство было когда? 4 года назад он нам приезжал сюда для того, чтобы агитировать за Компартию. Значит, обещав очень много золотые горы, Компартия ушла в оппозицию, он бросил Компартию, перешел к социалистам, Компартия абсолютно ничего не сделала для Гагаузии, потому что была в оппозиции. Он убежал и забыл, что он агитировал здесь. Теперь он еще раз пришел, еще раз агитировал, и, значит, наше население поддержало не его, а Россию, потому что были плакаты с президентом России. Получив гагаузские голоса, он еще раз попал в оппозицию в Кишиневе. Для чего мы ему голоса дали? Для того, чтобы быть в оппозиции? Ведь уже понятно, что в оппозиции еще 4 года Дадон ничем не сможет помочь Гагаузии. То есть от него помощи мы уже не ждем, потому что, значит, доказательством является то, что было 4 года назад. Дополнительно он, значит, второе предательство в чем? Он взял, расформировал свою партию в Гагаузии, тех людей выгнал, которые ему помогли выиграть парламентские выборы. Потому что они не согласились поддержать его кандидата Башкана. Ведь они же сегодня то же самое, наверняка эти слухи идут по всей Гагаузии, что Дадон поддержал кандидата с чужой команды. Почему? Наверняка не просто так. Поэтому, уважаемые друзья, сейчас мы должны быть действительно очень внимательными для того, чтобы выбрать тех людей, которые действительно работают. А гостей, спортсменов, артистов мы можем и должны приглашать на праздник города, на спортивные состязания, соревнования, почетных людей. Это было бы здорово. Но а показывать их лица сегодня и говорить, что вот поддержите меня, потому что ко мне приехал, значит, наш гость-чемпион мира, он завтра уехал и забыл, что даже приехал сюда, что изменится здесь. Спасибо. Ну а сейчас я предлагаю посмотреть видеоопрос наших избирателей, чтобы и вы, как кандидаты, увидели действительно, чего хотят наши люди, каким они видят будущего Башкана. Пожалуйста, видеоопрос. От будущего Башкана что прежде всего ожидать надо? Чтобы он заботился о наших бабушках, дедушках. Чтобы было лечение недорого, чтобы жили люди и не страдали. Кандидатов, которые будущими башканами будут, которые должны отвечать за свои слова и за свои обещания. А работы фактически не осталось. Мы как бы не удел, а как бы хотелось, что мы грамотные специалисты. Вот, и получается, что уходим куда-то, где-то на стороне работаем, вместо того, чтобы тут, на своей родине. Ну, Башкан, что думал о людей. Самое главное, что молодежь не уезжала от нас, потому что мы остаемся без молодежи. А молодежь – наша будущее Гагаузия. Что они обещают, это выполнили хоть бы немного. Может, все сразу не могут, но хоть немножко, чтобы обратили внимание за свои слова, дали отчеты людям. Спасибо. Вот ваши комментарии. Я вам скажу, что, посмотрев, что люди говорят, я скажу, что мы на правильном пути. Почему? Потому что мы сегодня говорим конкретно. Верьте делам.
Люди сегодня говорят, что мы то, что обещают, должны выполнять. Но сегодня мы конкретно показываем свои дела. То, что обещали вчера, мы, говорится, сегодня уже их исполнили. И Камрад это показывает, и все сегодня замечают, кто бы ни приехал Камрад, что Камрад пошел вперед, растет как гриб. То есть мы свои слова держим. Поэтому люди наверняка, я уверен в этом, что видят то, что творится в Камраде. Что дальше люди говорят? Люди говорят, нам нужны рабочие места. И снова же это вещь, которая, это, в принципе, это прямая обязанность сегодня руководителя региона. Потому что я скажу, что в основном сегодня все проблемы, которые есть в Гагаузии, они лежат на наших примарах. Значит, все вопросы, касающиеся там уборки, улицы, снег, все остальное, везде примары виноваты, всем занимаются примары. А чем же тогда занимается Башкан Гагаузии? Поэтому то, что сегодня люди говорят, это конкретно должен заниматься Башкан Гагаузии. Значит, обязательно открывать рабочие места, увеличивать бюджет для того, чтобы все работы, которые есть, выполнялись. И естественно, что если он сказал, он должен держать слово. Но для того, чтобы через 4 года наши башканы не уезжали, а где оставались здесь в Гагаузии и дальше ходили, и чтобы люди могли им задавать вопрос. Вот вы говорили, ничего не сделали. Я, значит, в Гагаузии живу долго, и 3 раза я был примаром Камрата, и скажу, что если меня выберут башканом Гагаузии, уверяю, что через 4 года я не собираюсь уезжать с Гагаузии. Поэтому я намерен, если меня, значит, наш народ изберет, значит, проработать так, чтобы через 4 года было не стыдно. Ваши комментарии. Вы знаете, как вот я посмотрел людей, и очень правильно они сказали, что Башкан держал слово. Обещают очень много, особенно в предвыборную гонку. Никто нигде так не врут, как на рыбалке, охотники и кандидаты, как бы, некоторые кандидаты в Башканы. Что так, я даже так посмотрел, и вот так улыбнулся, там посмотрел оператор на меня, что улыбаюсь. Надо где-то ввести народную порку. Человек пришел, пообещал, год прошел, не сделал вот это, площадь это, араб не чтобы просто лишних слов не кидал. Потому что приходят, обещают, он даже тот же Дадон. Все, мы будем в России. Где? Башкан, 20 миллионов кубов природного газа, все виноваты. Где? Закончилась зима, закончился срок Башкана, газа как не было, так и нет. Ну все равно сейчас этот флаг подняла Ирина Федоровна, я вам привезу газ. Не сделал на площадь арабник Сыртына. А как вот мнение ваше о том, что люди просят отчитываться Башкану? Вот сколько раз должен Башкан отчитываться Башкан перед народом? должен отчитываться. Я вам скажу, вот когда Фабурмузал пришел, он говорил, я буду отчитываться каждый месяц в каком-то селе. Башкан должен быть фигурой, не охраняемой, а фигурой с народом. Башкан должен быть для народа, а не народ для Башкана. И Башкан должен отчитаться каждый месяц. Пришел, что мы сделали, что вот это, что вот это. А не ездить по заграничным командировкам. Только за 1 год Башкан накатал 2 миллиона 600 тысяч лей на командировки. Когда иногда цена, вот наша больница стоит на грани закрытия, 350 тысяч лей надо было помочь, мы туда денег не нашли. Больница стоит Вулканешская на грани закрытия. Закрылись многие школы, где надо было 100, 150, 200 тысяч лей. Башкан с образования снимал деньги, чтобы кататься по заграницам. И если сделаете такую хронологию, он больше катался по командировкам, чем и занимался работой. Даже вот Николай Кардамович задел там отдел экономического развития, который ничем не занимается, получает по 2 зарплаты, накрученные штаты. И наш кадр, мы даже ехали, делились опытом в Японии. Мы даже их учили, как делать и как жить. Вот сегодня, я говорю, должна быть ответственность. Каждый чиновник должен работать и не получать зря свою зарплату. Не справился, ребята, извините, надо уходить. И Башкан, если не справился, не надо верить пустым обещаниям. Через год не отчитался, увидели, что ты врешь, извини. Знаете, как мы 8 лет стояли, топтались на одном месте. Когда все развивались, мы топтались на одном месте. Спасибо. Вот на примере Камрата, мэра Камрата, мы видели каждый месяц отчеты мэра. Как вы считаете, Башкан должен отчитываться? Вот вы сказали, что, в принципе, у нас специальные передачи были, мы приглашали все наши телевидения, радио, и каждый месяц примар, значит, докладывал о той работе, которую он, в принципе, проработал за месяц. Я скажу, что сейчас самое главное в Гагаузии, вот мы проводим очень много встреч, наверняка больше всех мы встречаемся с людьми, и скажу, что люди говорят, да вы не бойтесь нас.
Мне говорят: Николай Рамович, выберем вас башканом, приходите, ведь вы же придете к нам не для того, чтобы вас ругали. Может быть, сразу не все будет получаться, но нужно приходить, советоваться, нужно говорить, что-то получилось, что-то не получилось. Может, вам нужна наша поддержка для решения каких-то вопросов. Поэтому я считаю, что, конечно, вот как практику мы имеем и в Камрате, что каждый месяц час примара, сейчас должен быть час башкана Гагаузии, и башкан должен докладывать, что получилось, а что не получилось, для того, чтобы население знало и своего населения не бояться, а наоборот, действительно получать помощь. Я согласен с этим, что сказал Сергей Афанасьевич. Конечно, зачем башкану такая большая свита охраны? Ведь я скажу, в Камрате иногда, вот мне звонят: Николай Рамович, приехала какая-то международная делегация. Я говорю: чего? А вон возле исполкома остановилось несколько машин, и сразу 4 двери открываются, и выходит куча людей. И в конце выходит башкан Гагаузии. Как оказывается, это не международная делегация, а башкан приехал на работу и сопровождает 6-8 человек. Ну зачем нужно башкана, чтобы охраняли 6-8 человек? Конечно, я считаю, что башкан, который будет работать для народа, ему нужна не охрана, ничего. Его защитит народ. Спасибо. Ну а сейчас я предлагаю вам по 1 минуте, чтобы вы обратились к вашим избирателям, чтобы убедили их голосовать за ваши кандидатуры. Пожалуйста. Сергей Афанасьевич, давайте с вас. Ну, давайте я буду краток, я уже говорил не раз. Уважаемые избиратели, я вас прошу выйти, во-первых, на голосование и проголосовать, судить людей по делам. Гости наши приезжают, уезжают, но мы остаемся жить здесь. Мы не выбираем президента России, мы не выбираем президента Европы. Мы выбираем нашего башкана на 4 года, с которым нам работать и идти дальше. Сегодня он должен быть отсюда, с Гагаузии, жить в Гагаузии, чтобы его все знали. Не ездить в Кишинев обратно и тратить государственный бензин, потому что даже если посмотришь, иногда получается, сколько они тратят за год, бюджет какого-то маленького садика. Так что прошу выйти на голосование, не голосовать ушами, а судить по делам и голосовать за конкретные дела, которые человек сделал. Потому что, знаете как, не будем мы сами любить свою родину, никто нам за ее любить не будет. И сегодня мы выбираем башкана, который, как бы вам сказать, вот, с которым нам идти дальше. Вот и все. Спасибо. Уважаемые избиратели, я хочу обратиться к каждому человеку, который живет у нас в Гагаузии, потому что это очень важные выборы, потому что идет очень много дезинформации. Сегодня самое главное — сохранить нам мир, ни в коем случае не дать возможность натравить гагаузский народ на молдавский или наоборот молдавский на гагаузский. Очень важно, чтобы те политики, которые ничего не сделали в Гагаузии, не принесли ни одного баня в Гагаузии, чтобы они не решали судьбу нашей автономии. Потому что сегодня группа лиц Дадон, Формузал, Якубов, которые поддерживают сегодня, значит, одного из наших кандидатов, фактически сегодня приватизировали уже те отношения, которые были веками в Гагаузии, и в дальнейшем от этих людей, естественно, что можно ожидать очень серьезных проблем. Поэтому, уважаемые избиратели, значит, обязательно выслушайте всех кандидатов. Нужно, чтобы определить, какие программы у нас есть. И те значит, кандидаты-депутаты, которые сегодня предлагают мир, те кандидаты, которые сегодня, значит, открыто говорят о народном единстве и готовы работать командно для того, чтобы объединить Гагаузию, нужно именно на этих кандидатах останавливаться. Наша команда сегодня идет на эти выборы с главным лозунгом «Верьте делам». Спасибо. Ну что ж, отведенное время для дебатов подошло к концу. Напомню, что в сегодняшней программе приняли участие Николай Харлампович Дудогло и Сергей Афанасьевич Чернев, независимые кандидаты на пост главы автономии. Я благодарю вас еще раз за участие в нашей программе. Дебаты провела Елизавета Ротарь. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь дальше на канале АТВ.